Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана сменил хакима города Аркадак. Лидеры стран СНГ прибудут в Москву на празднование Дня Победы. Телеканал «Моя планета» приступает к съемкам фильма о Туркменистане и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил Мамедову Гульшат Сахыевну хакимом города Аркадак. Соответствующее постановление глава государства подписал в ходе рабочего совещания по цифровой системе с участием глав регионов. На посту хакима умного города государственного значения Мамедова сменила Шамухамеда Дурдылыева, который другим президентским указом был освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья. 9 мая в Москве состоится военный парад, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На торжественных мероприятиях ожидается присутствие президентов целого ряда государств, включая президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Вместе с президентом России Владимиром Путиным зарубежные лидеры примут участие в церемонии возложения венков к могиле неизвестного солдата, а также станут зрителями военного парада на Красной площади. Телеканал «Моя планета» намерен снять документальный фильм о Туркменистане. В связи с этим 10 мая ожидается прибытие в Ашхабад съемочной группы. Съемки фильма будут вестись на культурно-исторических памятниках Туркменистана. Съемочная группа посетит туристическую зону Аваза, Марийский вилаят и другие локации. Сенат Соединенных Штатов утвердил назначение Элизабет Рут чрезвычайным и полномочным послом США в Туркменистане. Кандидатура Рут на должность главы дипломатической миссии в Ашхабаде была выдвинута президентом Джо Байденом в августе 2022 года при формировании новых назначений в администрации. Элизабет Рут является опытным карьерным дипломатом в ранге советника-посланника. До этого она работала заместителем посла США в Москве, а также занимала различные должности в дипломатических представительствах на территории стран СНГ. В рамках проекта по укреплению клинико-лабораторной службы национальной системы здравоохранения, финансируемого правительством Туркменистана и реализуемого программой развития ООН, успешно завершена модернизация лабораторий в Ахалском вилаяте и Ашхабаде. В 10 клинических лабораториях Ахалского вилаята и 28 лабораториях туркменской столицы установлено современное оборудование для проведения широкого спектра анализов. Лаборатории также обеспечены необходимыми расходными материалами и реактивами. В социальных сетях рэпера Exhibit появился пост, подогревающий интерес поклонников культового шоу «Тачка на прокачку». На опубликованном фото красуется автомобиль, чей капот украшают инициалы артиста, а внизу указана дата – 9 мая. Многие фанаты уже поспешили сделать вывод, что таким образом Exhibit анонсирует возвращение легендарной программы. Пока официальных подробностей нет, 9 мая станет известно, чем же на этот раз порадует Exhibit любителей тюнинга и экстремальных автомобильных преображений. 1,6 миллиона человек посетили бесплатный концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро. Это стало грандиозным финалом ее мирового тура Celebration. Огромная толпа заполнила песчаный пляж Копакабана, не обращая внимания на палящее солнце. Многие фанаты ждали часами, а то и днями, чтобы занять лучшие места. Более состоятельные поклонники наблюдали за шоу с яхты из окон квартир с видом на океан. В знойную жару, когда температура превышала 30 градусов, пожарные освежали публику водой, а питьевую воду раздавали бесплатно. К счастью, ночью температура немного спала, опустившись до 27 градусов. 23 медали различного достоинства завоевали туркменские спортсмены на завершившемся в Ургенче первом международном турнире по карате «Узбекистан Open 2024». Соревнования собрали 293 участника из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В состав команды Туркменистана вошли 74 спортсмена, 7 тренеров и 10 рефери. По итогам всех видов программы в активе туркменской сборной 5 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых медалей. Двумя матчами в Ашхабаде стартовала Суперлига Туркменистана по футзалу. Борьбу за звание чемпиона Туркменистана ведут 6 клубов. 3 из них – Капитак, Сенагатбанк и Миграция – представляют Ашхабад. 2 – Денисчи и ТКНПЗ из Туркменбаши, Балканский вилаят и Туран, Дашогузский вилаят. Первые 4 тура Суперлиги Туркменистана 2024 проходят в Ашхабаде в спортивном зале Туркменского государственного института физической культуры и спорта. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.